Благотворительный фонд МЯЛ проводит бесплатные курсы ипотерапии для детей с инвалидностью. Проект выиграл в конкурсе президентских грантов. Аутизм, ДЦП, инсульт – все это показания к занятиям верховой ездой. О реабилитации детей сюжет Хавы Гагиевой. Молодец, да. молодец. Право, давай право, право, право. Похвала за усердие, 3 верных защитника и четвероногий друг. Так проходит сеанс ипотерапии у 4-летнего Саида Магомеда. Мальчик с рождения болен тетрапорезом. Лечебная верховая езда ему необходима. Лошадь он теперь не боится, быстро подружился. А после нескольких минут занятий юный всадник уверенно смотрит вперед и выполняет упражнения с инструктором с особым трепетом. Идем. Тянем вот этот влево, 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 влево. Видишь, влево уходит. Один сеанс ипотерапии подразумевает получасовую прогулку на лошади и выполнение нескольких упражнений на растяжку мышц. Прописывают ее и маленьким детям, и даже пенсионерам. Главное соблюдать технику и не переходить на галоп. Просто самое важное, страховать нужно этого ребенка. Без страховки вот, он может и подскользнуться, может конь, и все что угодно может произойти. Поэтому очень ответственно, чтобы страховать. И правильно, чтобы делал этот ребенок упражнения, смотря какая у него проблема, с какой проблемой он пришел по здоровью. А вот Илья Хамхоева не сразу полюбила занятия верхом. То страх высоты, то неудачные попытки удержать равновесие вначале не вдохновляли. Однако сейчас вместе с сеансом ипотерапии девочка с удовольствием проходит курс обучения верховой езды. Даже выделила для себя любимые упражнения. Нравится уздечкой, мне больше всего кататься. А вот я видела у тебя упражнение, когда ты лежала на лошадке. Скажи честно, нравится это упражнение? Не оно очень. Не очень? Да. Почему? Потому что лошадь двигается, и я чуть-чуть сползаю, и чуть-чуть не страшно было. Во время верховой езды у страдающих аутизмом или ДЦП работают именно те мышцы, которые обычно в остальное время находятся в бездействии. Здесь очень важно, чтобы у наездника была необходимая экипировка в виде жесткой или мягкой касок, в зависимости от погоды, и ремней. И здесь у нас ручки. То есть как человек, который страхует, он всегда может схватить его за любое положение. И есть, которые спину не держат, дети. Мы можем всегда вот так фиксировать спину, держать его и помогать ему. И это безопасность тоже. Как я и говорил, безопасность ребенка – это самое главное. Лошадь по кличке Мамук уже многим родителям подарила надежду на выздоровление их детей. Она проходила обучение у специалистов из северной столицы. Ну а пока одни занимаются верховой ездой, другие ждут своей очереди. К слову, Ахмат Хаутиев даже поделился с нами небольшим секретом. Ну, мне чуть-чуть холодно, но несмотря на это, я сюда пришел. Ахмат, а вот какие упражнения ты выполняешь, чтобы не замерзнуть? Мне больше всего нравится там, нам говорят вот руками двигать наверх. Мы делаем вот так, вот так, вот и вот так вот. Бесплатные курсы ипотерапии для детей с инвалидностью проводят сотрудники благотворительного фонда МЯЛ. Это стало возможным благодаря проекту-победителю на конкурсе фонда президентских грантов, сейчас срок реализации которого истекает. Однако сотрудники не намерены останавливать начатое. Землю для строительства манежа им выделили, теперь осталось найти средства. Сезон, когда меняется погода и не позволяет погодные условия, не хотелось бы прерывать такое лечение, прерывать ипотерапию. Желательно не ждать то время, которое они сейчас находятся, потому что дети растут, и надо вовремя давать то лечение, которое им необходимо. Еще Гиппократ утверждал, что раненые и больные поправляются быстрее, если ездят верхом. Показаний для такого метода лечения немало. К тому же реабилитация посредством лечебной верховой езды уже не раз доказывала свою эффективность. К слову, родители могут не переживать. Здесь каждая лошадка хорошо обучена. Спокойные и дружелюбные, они подружатся с каждым. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.